Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас итоговый выпуск. Мы будем подводить итоги с Ишмуратом Хазратом, итоги за 2025 год. Салам алейкум, Ишмурат Хазрат. Валейкум ассалам, Руслан. Ишмурат Хазрат, вот прошел 2020, практически прошел 2025 год. Какие бы ты сделал бы выводы вообще из прошедшего, из уходящего года? Что, на твой взгляд, давай сперва начнем, наверное, с мира, потом перейдем на Россию и закончим Башкортостаном. Вот в мире. Мир начался с того, что в США во власть вступил Трамп. Ну и начались вот эти вот качели. То мир, то не мир, то я заключу мир в течение месяца, то надо еще подождать, то Путин хороший, то Путин плохой и так далее, и так далее. И это, соответственно, сказывается на всю мировую политику. С его стороны идут постоянные на Европу, на Евросоюз. Евросоюз в итоге тоже начал, соответственно, как-то шевелиться, что-то делать. Но тоже, скажем так, особо не торопится. И Украина как была одна, так она и остается. Бьется с Россией, с путинским режимом. Российская оппозиция также, можно сказать, что недееспособна. Вот как бы ты вообще охарактеризовал вот эту геополитическую ситуацию сегодня в мире? Да, правильно, наверное, что начались с мира, потому что сегодня мир такой, что даже те люди, которые никогда политикой в таком масштабе не интересовались, начинают думать. Вот здесь, в Европе, это тоже ощущается. Вообще, вот один из моих первых опытов знакомства с местным населением, с немцами в частности, было, когда я попал случайно на митинг. Митинг был такой антиамериканский. Немцы были недовольны, что вот Америка все время что-то диктует Европе, Германии, как себя вести. И какая-то группа там немцев собралась и скандировали, что вот нужно отдельно жить, не смотреть на Америку и так далее. Вот пришел Трамп. Трамп как раз начал такой процесс, что я бы сравнил. Вот бывает же, когда курица отказывает от цыплят. Когда цыплята вырастают, уже курица просто их забрасывает, да, и они ходят в первые дни, не могут понять, куда пойти. Вот примерно вот так Европа выглядит на сегодняшний день. Уже нет такого зонтика американского. Если какие-то военные действия начнутся, условно, в прибалтийских странах, как должна себя Европа вести? Никакого ответа нет, я насколько понимаю. Можно, наверное, правильнее сказать, не было, потому что Европа как-то собрала волю в кулак. Уже такие разговоры, что надо вводить воинскую повинность, а какая она должна быть, про это голову ломает. А что касается России, вот если вернуться в Россию, то от Трампа, конечно, население ожидало, что он действительно закончит войну. Помним, да? То 2 дня у него, то там месяц, потом, по-моему, 90 дней. Подождите, что-то произойдет и так далее. Там томагавки дам, не дам. Вот такие, как ты правильно говоришь, качели. То есть было ожидание у россиян, в том числе, что война закончится. Как мы видим, сейчас ничего такого не предусматривается. Ладно. Подытоживая, что я могу сказать, даже те люди, которые никогда не думали про вот этот геополитический расклад, про потенциальные войны, про кардинальные изменения на мирах, вот даже эти люди начали интересоваться. И по себе я тоже смотрю, если раньше как-то мы больше изучали наши новости, это же нам интересно, там максимум
в масштабе России, то теперь уже приходится вот это все отслеживать. Ну, мир современный такой. То, что происходит там за океаном, влияет и на Европу, и на Россию, и, ну, конечно, на наш Башкортостан тоже. Но вот, а тебе не кажется, что с приходом Трампа действительно мировая вообще правовая система, она вот эта вот международная, скажем, да, система, которая была установлена после Второй мировой войны с образованием ООН, сейчас терпит ну, такие очень сильные изменения и, возможно, вообще ломку всех этих старых правил, потому что они не работают. И мы видим, что страна, которая когда-то сама там защищала мир от фашизма, освобождала там какие-то страны, сейчас сама нападает и так далее. Ну, это я имею в виду Россию. И плюс она же заседает в Совете Безопасности ООН, где она может наложить вето на любое решение ООН. И это многих не устраивает. Многие требуют пересмотреть вот эту систему. Тебе не кажется, что с приходом Трампа вообще вся вот эта мировая система, она будет изменяться так кардинально, что, ну, вполне возможно, нас ждут большие перемены, перемены, возможно, связанные с большими войнами, не только вооруженных, я имею в виду конфликты, имеется в виду и торговые войны, которые сейчас Трамп начал, это и вот пересмотр международного права. Вот есть такое у тебя такое наблюдение? Раз мы уже начали про ощущения, давайте вернемся, ну, мысленно в детство. Вот лично я застал такое детство, когда в атмосфере царил страх. Страх ядерной войны. Я обычно, ну, мало про это пишу, но рассказывал. Значит, в первый год я сбежал со школы именно потому, что вот рассказывали про ядерный взрыв. Я прямо помню вот красочно. Ну, видимо, и день такой был страшный, как бы гроза, какое-то мрачное небо. И вот представь, да, детям там 6-7 лет рассказывают, что если будет вот взрыв, представьте, что даже реки будут испаряться, ну и примерно вот в этом ключе. Мы прекрасно помним и детство, и наш подростковый период, когда прямо обучали надевать эти противогазы, куда бежать в случае ядерного взрыва. Вот была такая атмосфера. Потом, конечно, эта атмосфера сменилась. Потом развал Советского Союза, разговоры про демократию, разговоры про то, что вот ядерной войны просто быть не может. Ну, даже и книги же соответствующие писались. Вот в те годы были в моде какие-то такие мысли, да, о конце истории, что сейчас повсюду будет демократия. Ну, конечно, вот остаются какие-то островки, Да-да-да. с которыми надо Фукуяма, разобраться. да, так Ну, говорил? да, Фрэнсис Фукуяма так Фукуяма, говорил, да? конец истории. Что? Да-да. Да, что какие-то отдельные островки, это вот такой, значит, страшный терроризм. Ну, сейчас это все объясняют же, что как бы искусственно раздувалась вот эта фобия, потому что после Советского Союза надо было какой-то страх определенный придумать. Ну, весь военный комплекс, куча спецслужб, они тоже чем-то должны заниматься. И вот такой мировой терроризм такой остался. Да. Но в целом, как будто бы мир уже вступил в новую полосу, когда не будет таких страшных войн. И вот с такой атмосферой, наверное, до недавнего времени жил мир. К чему я вот это все вспоминаю? Такое ощущение, что мы уже вернулись по кругу вот, в атмосферу того самого нашего детства, когда сейчас больше разговоров про ядерную войну, мой контента соответствующего стало много. И что вот интересно, я тоже именно эту тему иногда исследую, копаю. Мне понравилась цитата от одного умного человека, лауреата Нобелевской премии, физик-ядерщик Ротблат, Джозеф Ротблат. Вот он писал в одном месте, что
устрашение мира ядерным оружием для меня, говорит, это такой же терроризм. Я не вижу никакой разницы. Если кто-то, допустим, пугает каким-то взрывом в доказательство своих там политических, даже религиозных убеждений, то чем отличаются какие-то большие государства, которые делают то же самое, да? Вот у нас есть такая сила, ядерная дубина, так что отдавайте нам какие-то Гренландии, какие-то там острова, ну вот, то есть та картина мира, которая была после войны, когда были модны разговоры про нераспространение ядерного оружия, вот этот мир, он пришел к концу, да. И вообще даже вот этот разрыв между США и Европой, это же вообще что-то такое очень удивительное. Для нас же было представление, что есть западная цивилизация, да, как Америка, как просто выросший сын от западной цивилизации, ну, такие же ценности европейские, британские, а сейчас происходит вот такой разрыв. Это, конечно, очень страшного масштаба изменения в мире. Я с тобой согласен, Ишмурат Хазрат. Я считаю, что все, что не делается, все делается к лучшему, наверное, я так думаю, потому что рано или поздно Европа должна была, скажем так, стать самостоятельным игроком и уже выходить действительно из-под зонтика США. И, возможно, все вот эти вот сегодняшние события, связанные с напряжением с Россией, с войной с Россией, я думаю, что они заставят действительно появиться новых лидеров, таких как Уинстон Черчилль, Шарль де Голль и так далее. Ну хорошо, тогда перейдем к российским новостям. Вот на твой взгляд, Россия за этот год, какой она стала? К чему она больше приблизилась? И вообще, какая сейчас ситуация, на твой взгляд, в России? Не то, что ощущение, вот у меня уверенность, что Россия тоже по этому же кругу вернулась в Советский Союз. И даже, наверное, хронологически, вот мы вспоминаем наше детство, но это получается плюс-минус 85-90-е годы. Вот к этому состоянию Россия вернулась, я уверен. То есть последние дни СССР, вот те же самые разговоры, устрашение мира оружием, да, если что, у нас там, значит, ядерная дубина и так далее. Ну, заметь, кстати говоря, пресса российская, современная, она же абсолютно идентична тому, что тогда писалось, в СССР, да, о страшном западном мире, о США, какие-то там Что ценности. Америке скоро хана наступит, что доллар Да, скоро рухнет и так далее, там и госдолг там да, да, зашкаливает и так далее. да. Да, И помню. все, все мечтают жить в России, да, там берут вот отдельных персонажей, которые с чего-то вдруг взяли, там, переехали из Германии в Россию. Ну, такие люди есть, да. Вот показывают их, как будто вот все бегут из Европы, из США в Россию. Ну, абсолютно та же самая пропаганда, как в СССР позднего периода. Ну, а экономика, по-моему, абсолютно идентична, как тому, что было тогда. Ну, вот какие-то талоны, наверное. Вот талоны, кстати говоря, где-то я видел в группе, вытащили такой старый талон советский на бензин. То есть по талонам же заправлялись там Да. сельские шофера, да. Вот. В каких-то регионах тоже такой лимит вводится каким-то чиновникам, там, силовым структурам заправляет, а простые люди не могут заправиться. Ну, примерно вот так, да, мы вернулись, короче говоря, в поздний СССР, просто вывески другие. Ну и я уверен, конец будет такой же, как у СССР. В этом нет сомнений. Но мне кажется, что сегодняшняя Россия намного обогнала СССР по многим-многим показателям, по тем же самым репрессиям. Если даже в позднем СССР, допустим, и кого-то преследовали, но максимум закрывали в психушке. Ну, кого-то, конечно, и сажали, и даже были расстрелы, мы помним, да, вот, ну, как казахов
а казахскую молодежь расстреляли по событиям 86 года. Но все равно это, можно сказать, единичные было возможности. Ну, точно так же, конечно же, они скрывали любые какие-то аварии страшные. Мы помним Чернобыль, как они скрывали и так далее. Да, ложь была главным таким несущим звеном, что ли, вот этой вот системы. И сегодня то же самое. Но и тогда была идеология, и сейчас как таковой идеологии нету, но ее пытаются навязать, и навязать вот это через этот русский мир. Нам всем пытаются навязать, что мы... Если в 90-х годах Ельцин говорил о какой-то российской идентичности, то сейчас Путин говорит о русской идентичности, что мы все русские, и вот это вот нам навязывается. Плюс одновременно уничтожается все национальное. Если тоже сравнивать с тем же СССР, то наше положение во времена СССР, я имею в виду наше положение национальных республик, народов СССР, было намного лучше, на мой взгляд, чем то, что сейчас происходит. Тогда хотя бы у нас были какие-то школы, где обучали на наших языках. Сегодня этого вообще нету. Все практически уничтожено под корень. Вот в этой ситуации, вот с этой так называемой попыткой навязания идеологии русского мира нам, не русским народам, вот что ты можешь сказать? Вот все эти попытки, русские общины и так далее, репрессии, которые идут. Начнем вот с этого утверждения, что в России нет идеологии. На мой взгляд, не обязательно, чтобы идеология прописывалась. Это даже и нереально. Я в это не верю, что вот берется какой-то документ, например, концепция Российской Федерации на ближайшие 20-30 лет, да, и потом как будто бы все вот это восприняли, ну, превратили в идеологию. Вряд ли идеология пишется в кабинетах. Если брать вот именно ментальность граждан каких-то, то непрописанная идеология, она всегда есть. Просто кто более точно отразит, ну, конечно, этим занимаются какие-то там социальные философы, писатели, да. На мой взгляд, Россия сегодня взяла самую худшую форму идеологии, именно такой коллективной, бессознательной, народной, среднероссийской. Вот заметь, кстати говоря, если на Путина обратить внимание, Путин образца там нулевых, да, какие он разговоры говорил про, значит, деспотизм, про то, что только глупые люди или там, точно цитаты не помню, только глупые люди будут отнимать чьи-то территории. Зачем, говорит он. И много Да-да-да. таких красивых слов у него было, да, то есть Да, такой даже образец, в НАТО просился. да-да-да, там, значит, такой, ну, культурно одетый гражданин говорит на немецком, да, какие-то такие приятные для уха европейца слова, что вот мы поменялись, мы изменились и так далее, так далее. То есть вот так. Но потом тихонько-тихонько вот он превратился в такого среднего российского, как у нас в Башкирии говорят, бабая, такой в гаражах, которые вот сидят, пьют, да, и ругают из США. Ну, причем они не понимают, да, что хвалят Сталина, потом вздыхают о совке, вспоминают такие советские годы, ну, и так далее. То есть я в этом плане согласен с одним интересным утверждением, что не Путин сделал Россию такой, а Россия сделала Путина таким, какой вот он на сегодня есть, образца 2025. Идеология, она есть. Добавлю, что я считаю, что Путин всегда таким был. Просто времена в то время были другие немножко, и Россия тогда была не такой сильной. Общество еще не такой степени было, скажем, накачано вот этой вот нацизм, рашизмом. А постепенно, чувствуя вот это вот, что и сам Путин наливался силой, прибирал власть к рукам, когда стал единоличным правителем, он уже как бы, наверное, все свои потаенные мысли уже начал осуществлять открыто. Ну вот, на мой взгляд, так. Он всегда таким был.
Просто он скрывал и не мог тогда эти мысли так озвучивать, так, как сейчас он озвучивает. А общество, Вот, конечно, ему в этом помогало. да. Так что идеология есть, и эта идеология называется рашизм, да. Кстати говоря, вот именно в Википедию уже ввели этот термин, ну, с началом агрессии России появился этот термин. То есть русский такой нацизм, он всегда был, просто его сегодня легализовали. И вот облачили в форму. Есть вот у Толкина такое произведение, да, «Властелин колец». Были там такие персонажи, назгулы. Вот эти назгулы, если их уничтожали там в этом произведении, они куда-то испарялись, потому что их одежда падала, их нет, потому что наполнение же там дух, пустота. И вот сегодня вот эти назгулы просто они вылезли, то есть нашли какие-то одежды. Тогда были черносотенцы, а сегодня вот такая русская нацистская молодежь нашла себе приют, пристанище в русской общине. Мы прекрасно понимаем, что такие организации, они сами не появляются. Вот это такой проект спецслужб. Какой именно спецслужбы мы не знаем, но факт, что проект. Ну, по-моему, у нас всем понятно, что единственная спецслужба, это ФСБ, сегодня держит в руках всю власть в стране, в России. Ну, а вообще, вот заметь, что идеология, она вот такая, ну, странная. То есть она соединила в себе разные-разные качества. Там и любовь к и Российской империи, там и, вот как ты говоришь, сталинизм, там и восхваление Советского Союза, там есть и какая-то часть вот сегодняшнего капитализма. То есть как это все они умудрились объединить в единое целое, для меня вообще как бы скрестили, как говорится, ужа там с жабой, да? Все это вместе Такой у них. любой нацизм вот такой именно вида, ну, как у русской общины, да, это вообще просто фантастический примитивизм. А, И я немножко тоже в одно время посидел, поизучал. Вот если мы внимание обратим, они ведь не восхваляют Сталина, они вспоминают Гитлера. Вот надо было, значит, замириться с Гитлером, пусть он бы там устроил тут порядок в России и так далее. Да-да-да. Ну, то примерно вот такие Польша сама мысли. виновата. То есть вот даже Да, да. Путин об этом говорил, что Польша Ну, сама виновата. на атрибутику, если внимание обратить, то есть вот именно на рукава, да, шьют какие-то, значит, крестики, то есть даже и цвета, там черный, белый, красный, белый на каком-то черном фоне, то есть вот такая, даже по атрибутике можно судить. Но такие самые примитивные нацисты, которые, наверное, внимательно изучают Mein Kampf, расовую теорию. Вот я просто уверен, это же не православные люди. Православие, но как бы мы ни относились к нему, все равно к человеку относятся как к человеку Божьему творению. А вот эти люди, я думаю, у них даже и расовая теория есть о том, что есть какие-то там унтерменши. Э, Понятно, они так открыто не могут измерять линейкой лбы, да, но поэтому по внешним Пока не признакам они могут. ведь, да, пока не могут. Ну а так по внешним признакам они там где-то людей ловят, проверяют документы. Вообще непонятно на каком основании. Ну, Но, ладно, про вот, них много не нужно. Факт, что да. это примитивный нацизм. Ну, вот, Ишмурат Хазарит, исходя из вот того, что ты описал, что сегодня творится в России, твой прогноз, да, на ближайший год будет что? Как будет вообще хуже или все так же, или, может быть, получше станет? Этой темой я уже много лет интересуюсь, вот именно прогнозами, да. Вот много лет назад я сидел и м, решил собрать контент, который вот расписывает не мрачный прогноз, а именно оптимистичный прогноз для России. Вот что такое должно произойти в России, чтобы сценарий пошел по оптимистичному варианту. То есть вот можно же задать себе такой вопрос, посмотреть, какие социологи
аналитики, вот какой они дают совет, как можно перестроить вот эту всю конструкцию, чтобы Россия пошла по такому пути, чтобы начался бум строительства, да, социальная сфера улучшилась, и самое главное, ну не самое главное, но один из ключевых моментов, чтобы демография выправилась, чтобы не было вот этого колоссального уменьшения количества. Ну, я просто никакого такого сценария не нашел еще много лет назад, хотя пытался. А сегодня я, честно говоря, ни во что такое не верю. Не может просто вот, ну не может быть физически, может, законы физики. Если женщина, скажем, беременна на 7 месяце, есть только два варианта, наверное, это или аборт, или рождается ребенок. Не может же испариться. Не может женщина что-то выпить, что-то сделать, чтобы вот этот ребенок просто испарился, правильно? Вот так примерно. Нет оптимистичного сценария ни с какой точки зрения. Какую бы сферу жизни ни копнуть, там ничего не проглядывается. Взять хотя бы демографию. Вот с какой причины, например, в России вдруг люди должны начать рожать в большом количестве, чтобы не уменьшалось население на 500 тысяч или даже на миллион, некоторые говорят, да, ежегодно. Нет, именно Россия идет к развалу и распаду, это однозначно. Это мы сейчас говорим как отдельные люди, но кто изучает, он прекрасно понимает, что тут двух ответов нет. Ну а война? Война закончится в следующем году, на твой взгляд? Вот это тот вопрос, на который лично я могу сказать только не знаю, но сильно не повлияет, Руслан. То есть на то, что вот мы только что сказали, на развал, распад, война никаким образом, окончание войны не повлияет. Продолжение войны ускорит этот развал и распад. Но окончание войны его не остановит. Этот развал и распад он никак не остановится. Вот. Сегодня только я общался с одним башкиром. Он живет не в Башкортостане, но он живет в Москве. Он живет в Москве, и он говорит, что ничего страшного не происходит, все хорошо, и он не видит ничего такого, чтобы вот Россия действительно там вступила в какой-то там кризис. Хотя я ему говорю, ну, может быть, потому что ты живешь в Москве, только из-за этого, может быть, там у вас все хорошо, посмотри как бы на регионы. В Башкортостан же ты приезжаешь. Он говорит, да, приезжаю, вижу. Да, немножко как бы ситуация ухудшилась, но не критично, все нормально. Люди получали зарплаты, получают, в магазинах все продукты есть. И как бы такого, как вот, про который вы говорите, постоянный кризис, что вот-вот-вот и как бы все рухнет, такого, говорит, нету. Вот что ты на это можешь сказать? Вопрос такой простенький задам, бытовой. Ты, Руслан, был в каком-нибудь доме, где один угол имеет крен в 1 сантиметр вниз? То есть, если вот воду налить на пол, да, то вода же течет в определенном направлении в ту сторону, где есть крен, да, фундамента. Бывал в таких домах? И у меня Ну, есть наверное, просто один бывал, такой. да. Вот примерно Наверное, то же бывал. самое было же внутри Титаника. То есть вот, например, уже ушел под воду, то есть нос ушел под воду уже, на 1 сантиметр есть крен, да, но люди этого не чувствуют. Да, я думаю, даже и на 2 сантиметра, даже еще больше люди будут убеждать, да нет, это просто тебе кажется, ну, вот это же каюта такая, форма каюты такая. Вот. Я думаю, те люди, которые говорят про Москву, Питер, даже какие-то, ну, города поменьше, да, и доказывают, что все у нас нормально, они похожи вот на пассажиров Титаника, которые, ну, не верят, как так. В фильме даже обыгрывается же эта цитата. Не может Титаник потонуть. Кто вам сказал? То есть нет лайнера сегодня круче, чем Титаник. Вот примерно так же живут люди в России, когда они говорят, ну, не может, как она развалится, это же Россия, как она распадется, да. Ну, извини меня, в 2 раза меньше населения у твоей Российской Федерации, чем у
Советского Союза. У Советского Союза там доходило и до 280 миллионов. И СССР был государством сильнее. Он был государством, которое тоже обладало ядерным оружием. Может, даже где-то получше. Космические программы были у СССР. И мне кажется, что-то мне подсказывает, что население, наверное, более однородно было с такими людьми. Просто знакомы были в молодости. Да? Взять там Среднего Кавказа. Помнишь, вот грузины из фильма «Мимино» и, например, жители Башкортостана, как бы они же ментально гораздо более близкие друг к другу люди, чем вот современный Кавказ, например, и житель какой-нибудь Тамбовской области. Поэтому нет, и еще раз нет. Другого варианта тут просто не может быть. Хорошо, тогда перейдем к нашей родине, к нашему Башкортостану. На твой взгляд, вот какой год выдался в Башкортостане? На твой взгляд, какие события такие, на твой взгляд, самые значимые, самые громкие, наверное, да? Что вот, на твой взгляд, было такого серьезного в Башкортостане, на что бы ты обратил внимание? Ну, про итоги года уже где-то и начали писать статьи какие-то, выкладывать, да. Итоги года в политике, экономике, в социальной сфере. Ну, начнем с того, Руслан, что вот в Башкортостане, кстати говоря, так сильно и не чувствуется то, что происходит в России. Мы все равно находимся дальше от определенных там проблем. Мы в глубине, и, наверное, где-то Башкортостан и берегут сильнее, чем другие регионы. Но если вот начать сравнивать Башкортостан и Белгородскую область, да, там Курскую, люди же выкладывают видео, ой, помогите, ой, у нас жилья нет, нам жилье обещали, не дали, какие-то вот прорывы, как в Оренбургской области. Но в Башкортостане это еще более-менее вроде бы стабильно, но все равно много тревожных звонков, я бы так сказал. И дефицит бюджета. Вот, с какого-то угла мы можем сейчас начать. Вот то, что остатки Башнефти начали распродавать, это же тоже не просто звоночек, это такой большой звонок. Значит, Это кончаются уже деньги. в набат практически вбьют. Таким же звонком является уменьшение выплаты СВОшникам, да. Уже не отслеживаю, но значительно же уменьшили вот эти выплаты разовые, потом ежемесячные. Так что Башкортостан вот в общей картине этого Титаника, возможно, он где-то и в середине находится. Скрежета такого не слышно, пока еще паники нету вот в этих средних этажах Титаника, но все равно умные люди слышат такие звоночки. И много событий. Но, кстати говоря, вот давай если по событиям, я уже даже перестал отслеживать, сколько у нас было арестов чиновников. Там одного за другим. И все за коррупцию вроде бы. Выделим сейчас кого-то отдельно. Это тоже большой показатель. Если их начать считать, сколько там чиновников сейчас сидит по разным делам, это же тоже, значит, не все хорошо в нашем королевстве тоже. Артура Идельбаева арест, вот мы обсуждали, отдельно стоит. Я его хотел бы выделить отдельно. Почему? Потому что вот в отличие от других чиновников, обворовавшихся там за коррупцию и так далее, Артура Идельбаева преподнесли совсем по-другому. Выкопали вот эти забытые видео, где он с Шамилем Басаевым фотографируется, да, значит, вспомнили его СБМ, национальные вот эти движения его времен. Вот, значит, над Башкортостаном тоже есть какая-то работа по денацификации. Это смешно, может, звучит, но тем не менее, я это так рассматриваю. Вот ты упомянул про башкирский язык.
про то, как ущемляют права именно башкир. Но тут вот Артур Идельбаев, он такой большой показатель, потому что в отличие от меня, тебя, других, это человек, приближенный к Хабирову. Если уж до тех этажей добрались, то, значит, очень-очень серьезно все обстоит. Кстати, вот я здесь в продолжении темы по Идельбаеву вообще и по, скажем так, как ты их называешь, кремлевских националистов, башкирских националистов. Их же много, их сегодня много во власти, особенно выходцев из СБМ. Очень много есть и из выходцев из Кубуре, которые сегодня там приближенные к Хабирову. Не будем называть имена, но они есть, и мы знаем их. Но больше всего с СБМа. Там и депутаты, там и руководители различных проектов, чиновники. Ну, полно их, полно. Ты думаешь, их тоже всех будут выковыривать? Если так называемая оттепель, в России есть же модное слово такое, да? Приходит один руководитель, там дров наколет, а потом, чтобы успокоить население, начинается какая-то оттепель. Ой, извините, мы там... Кстати говоря, все от Сталина же черпают, цитируют. Ну, видите, извините, произошли какие-то перегибы на местах, головокружение от успехов, да? Скажут, ну, предположим, вот если Россия не возьмет вот такой курс на такую узкую демократизацию, то да, до таких доберутся, я в этом просто уверен. Много лет назад я как-то даже про это говорил, что до самых лояльных все равно доберется вот эта система. Тогда помню прямо смех, который в зале прозвучал. Мы там сидели, обсуждали, вот если вот так пойдет. Сегодня страдаем мы, мусульмане. То есть помнишь те времена, когда врагами были именно мусульмане? Да. Я думаю, сейчас нет смысла вспоминать вот эти все взрывы домов, вот эти все рейды, вот этот образ террориста, там Кавказ и так далее. Эти времена были. Вот тогда я говорил, что произойдет, значит, трансформация общества, и круг вот этих экстремистов расширится. Ну и что мы сегодня видим? Там бедная женщина Ольга Комлева. Ну, бедная я имею в виду в том, что ну, где она и где экстремизм какой-нибудь. Правильно? Несчастная, скажем так. Да. Вот. Но я с тобой согласен. Если проследить, то есть, да, начинали с мусульман, потом началось это с националистов, оппозиционных националистов башкирских. Потом перешло все это на оппозицию, просто оппозицию. Сейчас взялись за системных кремлевских националистов, так называемых башкирских националистов, которые встроены были во власть. Все как при Сталине. Тут знаешь как, если бы, например, так называемый перегибы на местах, какой-то вот, допустим, глупый человек просто вытащил видео, показал Артура Идельбаева образца 90-х, где он за чеченцев, с чеченцами, фотографии, видео. Если бы это был такой разовый случай, мы бы могли подумать, то какой-то человек просто ошибся, да, в преподнесении этой новости. Но ведь это не так. Мы видим Бадранова, например, отправили куда-то на другую должность. Явно не такого веса, как была у него. Да. Да? То есть Явно понизили. Баксу. Бадранов это один из тех людей, который вот с мегафоном там толпу СБМовцев собирал, куда-то вел. Ну, есть тоже видео, на него тоже есть материал. То есть, значит, это уже тенденция. И Артур Идельбаев, и Азат Бадранов. Ну, вот так. Кстати говоря, когда вот я как-то просматривал сайты, Хабирову ставят в упрек провал на идеологическом фронте. То есть кто-то писал там из журналистов, а какой идеологический фронт? Человек, отправляет огромные массы на СВО. Человек, как он и обещал, давит башкирское национальное движение. Русская община в Уфе чувствует себя прекрасно, да? То есть какой еще провал? Ну вот, значит,
все равно еще остаются вопросы к некоторым персонажам, которые раньше немножечко, скажем так, националистами были. Давай как раз поговорим и про русскую общину. Мы видим, что за этот год, за уходящий год, русская община только окрепла, усилила свое влияние, проводила несколько раз крупные так называемые крестные ходы, но я бы их назвал русскими маршами, потому что они там были движущей силой со своими знаменами, со своими кричалками, там «Россия для русских» и так далее. Вот. А в Башкортостане у нас мы видим тоже усиление этой русской общины, открытие филиалов, открытие офисов, открыты вовсю, то есть офисы там, в Стерлитамаке, в Салавате, в Уфе. То же самое, те же самые крестные ходы с участием русской общины, какие-то рейды совместные со силовыми структурами по мечетям, по кафешкам и так далее. Открытые их различные тренировки с оружием, с боевым, в том числе, с огнестрельным, я имею в виду, там ножевые какие-то бои открытые, там тренировки в парках и так далее. То есть мы видим, что русская община усиливается, и мы знаем, что она, то есть все ее действия по России, они ведут явно вот такой дискриминационный характер по отношению к нерусским народам, особенно к мусульманам. И они это не скрывают, они прямо об этом открыто говорят, что бусурмане и так далее, нечисть всякая, мы будем с вами бороться. Вот что дальше будет? Ну, если вот сравнить с организацией Башкорт была, намного, наверное, травояднее, да, такая организация, которая вот таких вещей себе не позволяла, однако ее закрыли, признали экстремистской, запретили ее деятельность на территории Российской Федерации. Чем отличается русская община от организации Башкорт, я вообще не понимаю, почему она открыто действует, легально, офисы и так далее, еще и получает помощь от правительства. Как ты это объяснишь? Отличается, в корне отличается, это нацисты, и этого они не скрывают. То есть когда-то вот ребята из БО Башкорт позволяли себе, что ли, например, такие слова, как наджес, нечисть, да, что русский это, например, нечисть. Могло такое быть, но даже в каком-то, даже если бы кто-то провокацию захотел бы сделать, не поверил бы никто. Это такие ребята, которые любят свой язык, собираются где-то, устраивают мероприятия на природе, да, красиво все, чинно. Ни одного пьяного я не видел. Кстати, я тоже с семьей один раз там был, навестил вот это мероприятие. То есть настолько культурное такое мероприятие. Вот. А чтобы ходить с рейдами, они что, в берцовках башкорты ходили по Уфе, там искали каких-то лиц не башкирской внешности, что ли. Поэтому даже сравнивать нельзя. Это нацист. К чему это приведет? Вот мы часто вспоминаем Советский Союз. В том числе то, как этот союз зарождался. Были черносотенцы, да? Русская община, я думаю, сильно копирует черносотенцев, но черносотенцев просто не стало. Есть цитата и от Ленина, который вот приказал их зачистить. Когда начались такие страшные потрясения, их просто где-то перестреляли, где-то они сами испарились. Я не верю вот в национальную русскую нацистскую группировку, которая будет играть какую-то роль в потрясениях, потому что не было такого в истории. Это не получается ни демографически, ни ментально, никак. Вот если начнутся какие-то там, скажем, бои, потрясения, чтобы русские собрались только из-за того, что русские, в это я не верю. Понятно, что будут собираться по признаку, например, участник СВО, чья-то военная компания, значит, у кого какой экономический интерес. Вот. А если именно по национальному признаку, тогда это регионы, где-то может вспыхнуть Тыва,
Якутия. То есть, может быть, сейчас просто воздух заряжен так, что вспыхнуть может что угодно. Вот помнишь, недавний пример, ехала семья, это в Якутии, по-моему, было, машина провалилась под лед и погибли люди. Вопрос, вот Да. такой регион богатый, да, дорог до сих пор нет, мостов нет. Ну, какой-нибудь вот такой случай может просто привести к тому, что народ просто вспыхнет. Если по национальному признаку, еще раз говорю, то это регион, но не как вот эти всякие новые черносотенцы, русская община. Вот в это я, честно говоря, не верю. Ну, а вот когда мы говорим о результатах, вот то, что у нас есть эта русская община, ее деятельности, результаты этой деятельности, мы видим, что вот у нас по странному стечению обстоятельств за последние 2 года сгорело 6 мечетей. Среди бела дня молодой человек закинул бутылку с зажигательной смесью в мечеть в Благовещенске. Это было вот в августе месяце. И никто не был привлечен никакой ответственности. Мы помним за последние 2 года, ну, прям откровенные такие фашистские моменты, когда оскорбляли и угрожали башкирам. И это было в Сибае, это было вот буквально недавно в Уфе, когда к башкирке пристала какая-то женщина, угрожала там зарезать ребенка, требовала от нее какие-то паспорта и так далее. Но это результат деятельности вот так называемой русской общины. Наряду с русской общиной. То есть вот, как мы вначале сказали, выкопан вот этот старый динозавр нацизма, да, который дремал где-то в самых таких страшных потаенных уголках. Тут бы Зигмунд Фрейду поработать вот с этими людьми. То есть самый такой страшный нацизм, бытовой, чернуха, бы мы сказали, да, вытащен из душ людей, вот он выцарапан из уголков и превращен в официальную идеологию. А уже, как мы сказали, в какую форму облачили его, русский нацизм, там, значит, русская община, какой-то, значит, дружина, их много, кстати говоря, не только русская община, несколько таких группировок. И где-то вот на низовых уровнях люди же тоже чувствуют, что можно там кричать, что можно ненавидеть. И даже до последней старушки это доходит. Вот стало модно вспомнить, значит, что они русские, великий народ, там никогда они не сдаются, гордые. Сейчас где-то даже и шамана включают в школах. Вообще удивительно. Там в школе кого только нет. Если на некоторые школы посмотреть, там в списке учеников из 20, может быть, 2 русские фамилии, а так очень много детей не русских. Вот с чего бы вдруг в школах включать этого шамана? Но включают же. То есть народ чувствует, в какую сторону дует ветер, что стало модно так, на нерусских наезжать. Вот это сходит с рук. Конечно, это все передается. Сожжение мечети мы даже не знаем. Это результат конкретно ли русской общины или какой-то другой нацистской группировки, или просто даже отдельные люди, которые почувствовали, что вот русским все можно, да? Вот вполне возможно. Но факт, что это именно сожжение, чтобы мы кому-то не показалось, что мы замазываем. Нет, именно это сожжение. 5-6 случаев в Башкортостане. Вот так. То есть я говорил там на одной передаче, мы на башкирском тоже обсуждаем, именно по характеру сгорания можно определить, это поджог или просто проводка какая-нибудь. Вот, значит, стекла бьются и падают не наружу, а вовнутрь. То есть сначала кто-то кидает кирпич, да, стекла разбиты вовнутрь, и потом залетает там горючая смесь какая-нибудь. Да, это именно поджоги. И это именно результат того, что всякие Бастрыкины, похожие на Бастрыкиных людей, крышуют вот этот русский нацизм, который превращается в разные такие нацистские группировки. Но тогда заканчивая, давай вот поговорим о самом больном, наверное, да, у нас в Башкортостане на сегодняшний момент. Ты уже неоднократно говорил про так называемое СВО. Я во многом называю это войной. И
сегодня Башкортостан у нас приближается, скажем, дата, когда уже будет третий год. Уже 2 года практически Республика Башкортостан занимает первое место по России по количеству убитых на этой войне. Сейчас цифры приближаются к 9 тысячам. Напомню, что 2024 год заканчивался с цифрой в 4 тысячи. Вот я помню, это я специально посмотрел, в конце декабря, там, по-моему, 24 или 27 декабря 2024 года количество погибших, официально признанных, было 4 тысячи. Достигло отметки 4 тысячи. Сейчас мы приближаемся за год к 9 почти тысячам. То есть это в 2 с лишним раза. Как ты это объяснишь? Почему из Башкортостана так много погибает людей? Вот я специально по этому поводу снимал видео. Мне некоторые говорили, отвечали на вопрос, то, что у нас в Башкортостане проживает много людей, якобы. Много людей, достаточно густонаселенный регион, поэтому так много погибших. Я приводил в примеры регионы, где столько же населения или даже больше. Там, ну, допустим, условно, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Нижегородская область и так далее. Везде меньше. Москва вообще, то есть 15 миллионов населения, погибших в 3 раза меньше, чем в Башкортостане. То есть это никак не бьется. То есть некоторые говорили, что, возможно, там в Башкортостане хуже умеют воевать. Но я сомневаюсь, что там Краснодарский край лучше воюет, чем башкортостанцы там, да. Но тоже это кажется немножко бредом. Когда говорят, что вот есть один из факторов, когда говорят, что из бедных регионов больше всего погибает. Но Татарстан занимает после Башкортостана 2-е место по количеству погибших по России. Тоже стабильно. У них там цифры уже перевалило за 7 тысяч и к 8 приближается. Татарстан один из самых богатых, успешных регионов в России. Тоже не бьется. Да и Башкортостан я бы не сравнил там с условной какой-нибудь Орловской или там Кировской областью. Ну, с Мордовией даже. Мордовия взять, тоже национальная республика. Одна из беднейших республик, я бы сказал, в России, в Приволжском федеральном округе. Но там вообще погибших, по-моему, до сих пор 1000 даже они не набрали. Да, там их намного меньше, но даже если процентное соотношение взять, один погибший там условно к 100 тысячам, у них все равно меньше выходит, намного меньше. Почему, вот как на твой взгляд, почему так у нас много погибших? Ну, некоторые события не объясняются же одной причиной. Тут совокупность факторов. Тут, значит, в одном месте сошлось несколько причин. И не в последнюю очередь, это, конечно, работа по вербовке. Если на Радия Хабирова обратить внимание, там, я не знаю, иногда как будто уже на стадии помешательства у него на канале в Телеграме. Условно, он, например, говорит про природу, тут вставляет что-то про СВО. Какой-нибудь праздник, да, там, вот наши воины. Если какая-то проблема, а вот у нас там СВОшникам еще надо помогать. Ну, как будто вот какое-то отклонение. То есть, бывают же люди зацикленные на чем-то, на боксе, грубо говоря. Ты с ним даже про, условно, печеньки будешь говорить, он все равно свой бокс вспомнит, да? Вот примерно так. Есть такая усиленная работа по вербовке, это раз. Во-вторых, ну, не настолько отстающий в демографическом отношении регион, то есть нет такого страшного спада. Если на многие села разных областей внимание обратить, там отдельные ролики, да, вымирающие села, ну просто людей нет, у нас же все-таки села более-менее оживленные. В-третьих, конечно, и сам менталитет, его никуда мы не можем деть. Вот башкиры – это народ, который воспитан на героике. А если наши песни проанализировать, история башкира – это история чего? Воин, да? Если на песни внимание обратить, там, отдать жизнь за родину, за нашу землю, то есть Батыр вернулся с войны, там, коня, значит, куда-то пристегнул. Да-да. Ну, вот именно вот Шаймуратов такие песни. генерал, Любезники, Любезар, да, вот все вот это. Да. Невозможно некоторые из этих историй слушать спокойно, потому что зачем нужны были вот такие жертвы, например, на войне с Наполеоном? Что там делали башкиры? Ну, это одна из таких историй, которые
ну, лучше бы не вспоминать, одним словом. То есть вот со всех сторон ведется работа, мы это видим, и вербовка, и, ну, неплохие выплаты, и, в принципе, значит, в демографическом отношении может что-то еще Башкортостан дать, вот, и так далее. Это все приводит к тому, что народ туда до сих пор едет в надежде что-то там заработать. Ну и экономика тоже. То есть люди, у которых там спрашивают, вы для чего туда едете? То есть чувствуется просто тот, кто спрашивает, тот держит микрофон, он надеется услышать что-то такое пафосное, да, там Родина, значит, за наши ценности. А видно, что простые эти мужики деревенские, они просто говорят как есть, ну вот же надо немножко подзаработать, на северах мы уже там устали, а тут как бы такая большая выплата. Ну, вот этот момент тоже не надо забывать. Я, кстати, вот читал где-то в одном из таких государственных, республиканских государственных там СМИ о том, что на сегодняшний момент примерно воюет около 50 тысяч из Республики Башкортостан. 50 тысяч около. Это очень много. Но также я бы вот отметил, что сколько бы много ни воевало, в других регионах тоже как бы много вербуют. Но почему столько погибших много именно из Республики Башкортостан, я думаю, что вполне возможно существует такой момент на так называемой войне, где просто национальных представителей народов отправляют больше на эти войны. Ну, у нас же есть национальные батальоны, это те же самые там, да, какие-то, а их, как правило, я думаю, не берегут. Явно они не отсиживаются там на какой-то а, втором ряде там фронта там или в тылах где-то. Нет, их, скорее всего, вот на самом впереди. Потому что, когда видишь различные видео, которые у нас появляются периодически с фронта, везде либо якуты, либо башкиры, либо тувинцы, либо кавказцы, вот они там все впереди практически. А, Я думаю, что, ну, конечно, русских тоже много, но соотношение русских там, и нерусских народов это, ну, примерно там 70 к 30. 70 русских, там 30 нерусских. И учитывая, что нас намного меньше, соответственно, и погибает нас в пропорционально больше намного. Вот, мне кажется, что это тоже имеет место быть, когда, возможно, есть негласное такое указание с Кремля, с Генштаба о том, что нерусских отправляйте в первую очередь. Затыкайте все дыры на все штурма, мясные и так далее. Как ты смотришь на это? Есть такой момент? Ни в коем случае не нужно отвергать вот этот тезис. Он есть, он был во время, например, афганской операции, да, введения ограниченного контингента, помнишь? Вот, в чеченские войны это объяснялось красиво, конечно, что вот если в случае попадания в плен мусульман, мол, не убивают, а выменивают. Ну, так вот красиво объяснялось. Или типа вот для разведки нужны такой внешности неславянской. То есть это, конечно, есть. Кстати говоря, вот в первые дни вторжения было несколько скринов. Обычные люди пишут, давайте побольше чурков там отправляйте, пусть надо русских сберечь. То есть несколько таких скринов было, но сейчас их не видно. Я уверен, что такие разговоры, они не только на низовых уровнях, они есть где-то там в генералитете, это работает. Я и слышал много раз от участников именно Чеченской войны, как старались больше собирать с Башкортостана, с Татарстана, как вот я сказал, объясняя это красивыми причинами, конечно, но на самом деле это ну, как пить дать, одним словом. Ну и заканчивая тогда, вот что ты можешь сказать по Башкортостану, вообще по сегодняшней ситуации в Башкортостане? Какой будет следующий год? Хабиров удержится, не удержится? Какая будет политика продолжаться? Будут ли продолжаться репрессии, которые идут круглый год практически в Башкортостане, и молодых ребят просто там упаковывают практически каждый месяц?
Как ты смотришь? Как ты скажешь на это? Я уверен, что вот, помимо всех других параметров, там ухудшение экономической ситуации, ухудшение дорог, кстати говоря, это мы увидим, да, много чего. Но людям, наверное, нужно приготовиться к увеличению количества дел по экстремизму, по терроризму. Недавно такая новость даже была, что на противодействие экстремизму в республике Башкортостану выделено 2 миллиарда. Значит, Да-да. эти деньги нужно отрабатывать. А их будут отрабатывать. Мы уже примерно сказали, как будут искать экстремистов там, где их даже и не было. То есть вполне такие лояльные люди. Опять у нас отсылка к Сталину, да. Произошла чудовищная ошибка. Я же вот возил конвой, я же вот, значит, сеточки плел, я же такой патриот, почему вы меня... То есть передайте там товарищу Бастрыкину, что это ошибка и так далее. Вот это, я думаю, мы будем наблюдать в ближайший год-два и дальше. Ну и самый последний вопрос. В этом году у нас сняли памятник Салавату Юлаеву на так называемую реконструкцию. На твой взгляд, навсегда сняли или вернут? На мой взгляд, памятник Салавату Юлаеву не вернут. Точка. Такое строгое утверждение, да, категоричное. Ну, вот возможность в этом убедиться или опровергнуть. Не вернут. Хорошо, на этом тогда спасибо большое, Зур Рахмет, Ишмурат Хазрет. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по этому уходящему году. Рахмет. Спасибо, Руслан. Рахмат. Кифенхау.